С высоты птичьего полета река Тарим извивается, словно голубой дракон, в песчаном море, образуя вместе с пустыней Такламакан живую карту жизни. Ассизий тополь или тамариск – самая ярко-зеленая метка на этой карте. Сегодня ученые пытаются расшифровать мудрость его выживания, чтобы найти научные ответы для расширения зеленых рубежей. В этой извечной схватке между зеленью и пустыней сила жизни когда-то терпела одно поражение за другим. С 50-х годов примарят задуний из-за дисбаланса водных ресурсов экологическая ситуация в бассейне реки Тарим резко ухудшилась, и к 70-м годам около 400 километров ее нижнего течения полностью пересохли. Прямой охват зеленью упал с 38% до 7%. Казалось, пустыня почти одержала победу. Изменения наступили в 90-е годы. Чтобы проломить ход борьбы, государство запустило специальные исследовательские проекты по восстановлению. Это было масштабное контрнаступление. В 2000 году впервые была осуществлена экологическая подача воды в бассейн Тарима. 5 августа 2025 года официально стартовал второй этап 26-й по счету экологической водоподачи. После десятилетий усилий в борьбе наметился просвет. Река Тарим вновь наполнилась водой на всем протяжении, что способствует восстановлению биоразнообразия озера Лопнур. Однако за этими успехами исследователи видят более глубокие проблемы. Жажду можно утолить, но корни все еще ждут. Ограниченная квота на экологическое водопользование очерчивает границы, до которой может дотянуться зеленый покров. Как выйти за эти пределы и позволить зелени шагнуть в более далекие края? Уже долгое время группы ученых работают в полевых условиях и лабораториях, пытаясь найти подсказки в стратегиях выживания пустынного тополя. Тополь сизий – растение, у которого есть мужские и женские особи. Для появления семян мужские деревья опыляют женские. Но в условиях экстремальной засухи он продлевает свою жизнь, давая корневую поросль. Его корневая система распространяется под землей горизонтально, порождая новые побеги и формируя сеть родственных растений, которые делятся водой и питательными веществами. Ключевой вопрос – при каких именно условиях влажности запускается процесс корневого размножения? Какова минимальная норма воды, необходимая для поддержания популяции? Команда профессора Мара из Уйгурского педагогического университета выступает в роли детективов, исследующих деревья. По небольшому образцу керна тополя они могут определить его возраст, проанализировать ширину годичных колец и прочесть архив роста этого дерева, а также найти глубинную связь с историей искусственного орошения, раскрывая тайну взаимодействия между жизнью и водными ресурсами. Команда профессора Дэн Сиора из научно-исследовательского института водного хозяйства и гидроэнергетики изучает обширную корневую систему 39-летнего тополя, пытаясь с помощью 3D-моделирования наглядно показать это сложное корневое царство. Анализ модели помогает раскрыть его стратегии выживания, связанную с удержанием и поглощением воды. Исследования ученых сплетаются в единую сеть, систематически расшифровывая мудрость выживания сизого тополя и разрабатывая более научные и точные планы действий по экологическому восстановлению бассейна реки Тарим. Более чем 20-летние усилия по восстановлению экологии принесли этой земле ощутимые результаты. Зеленая зона, состоящая из тополиных лесов, неуклонно расширяется. Биоразнообразие в бассейне реки значительно восстановилось. На этой зеленой линии фронта поколения ученых, подобно верным часовым, продолжают наблюдение в уйгурской автономии и несут свою вахту. Они придерживаются концепции адаптивного управления, используя науку и мудрость, чтобы стать регуляторами экосистемы, а не ее потребителями. Сегодня опыт управления рекой Тарим вносит уйгурский вклад в восстановление экологии засушливых районов мира, продолжая писать новые главы гармоничного сосуществования человека и природы.